4 марта в столице США открылся новый офис Всемирного уйгурского конгресса, штаб-квартира которого находится в Мюнхене. Долгун Иса заявил, что основной целью открытия нового офиса является оживление деятельности Конгресса в США и повышение уровня понимания уйгурского вопроса правительством и Конгрессом США, а также международными организациями. Напомнив, что ранее Всемирный уйгурский конгресс работал совместно с Американской уйгурской ассоциацией и уйгурским проектом по правам человека, председатель Конгресса отметил, что открытие нового офиса усилит давление на китайское правительство и станет причиной скорейшего избавления народа Восточного Туркестана от преследований и геноцида. 5 марта в здании Госсовета США состоялась специальная сессия на тему «Общие проблемы Европы и США в отношении уйгуров». Совместное заседание Комитета по внешним связям Сената США и Офиса Евросоюза в Вашингтоне было посвящено уйгурскому защитнику прав человека и профессору экономики Ильхаму Тухти, который был удостоен премии Сахарова. В собрании приняли участие дочь профессора Джавхар Ильхам, ключевые члены Сената, сотрудники Офиса Европейского Союза в Вашингтоне и представители международных СМИ. Сенатор Марко Рубио заявил, что он и члены Сената намерены привлечь внимание международного сообщества не только к Ильхаму Тухти, но и к ситуации, с которой сталкиваются все уйгуры. Напомнив, что в прошлом году он выдвинул кандидатуру Ильхама Тухти на Нобелевскую премию, Рубио отметил, что вручение премии Сахарова профессору, который был приговорен к пожизненному заключению в 2014 году, является важным событием. Запрет приложения TikTok, введенный в подразделениях разведки и безопасности США, в скором времени может коснуться всех государственных служащих. Сенатор Джош Холли заявил, что китайское приложение TikTok несет большой риск для безопасности страны. Джош Холли сообщил, что представит подготовленный законопроект на заседании сенаторов. В настоящее время использование TikTok, который собирает данные о геолокации и передвижении, запрещено для подразделений национальной безопасности и сотрудников разведывательного управления. Президенты Турции и России договорились о прекращении огня в Идлибе. После гибели турецких солдат, попавших под обстрел на северо-западе Сирии, в целях предотвращения эскалации напряжения между вооруженными силами Турции и силами, связанных с режимом Асада, лидеры двух стран сообщили о достижении компромисса относительно перемирия в Идлибе и установки безопасного коридора вдоль шоссе М4 во время пресс-конференции, состоявшейся после переговоров, которые продлились 5 часов 40 минут. Заседание Генеральной Ассамблеи Европейского парламента, которое должно было пройти на следующей неделе в Страсбурге, перенесено в Брюссель в связи с эпидемией нового типа коронавируса. Об этом на своей странице в Твиттер сообщил председатель Европарламента Дэвид Сассолли. Количество погибших из-за коронавируса во Франции увеличилось до 6. Общее число случаев достигло 377. Число инфицированных по всему миру выросло до 93 тысяч. В рамках мер по борьбе с эпидемией иранские власти закрыли въезды и выезды провинций Мазиндеран и Гилан.